Стоим под проливным дождем и убегаем под навес. А что делать? Жизнь заставит. Будешь стоять вот так. 3 детей у меня. Есть просят. Чтобы людям было где остановиться. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как таджикистанец хочет построить дом для поденщиков, которые предлагают услуги на рынках. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Житель Таджикистана Хайрула Насрединов хочет построить дом для безработных грузчиков, садовников, сантехников, мастеров по ремонту, которые приезжают со всей страны в Душанбе и предлагают услуги поденных рабочих на 4 стихийных рынках труда. Дом по замыслу Насрединова должен быть чем-то средним между общежитием и биржей, чтобы у рабочих была возможность бесплатно переночевать под крышей, а у работодателей возможность заключить соглашение в комфортных условиях. В столице Таджикистана сегодня работают 4 крупных стихийных базара разнорабочих. На них зимой и летом стоят сотни мужчин. Они ждут работодателей, которые наймут их на поденную работу за $4-5 в день. Именно столько стоит сейчас суточный наем разнорабочего на Душанбинском рынке. Сесть даже негде, в любую погоду стоим здесь. Кто с зонтиком, кто без, бываем и сытыми, и голодными, мокрыми и сухими. Находятся такие рынки труда на обочинах дорог. На них нет ни скамеек, ни навесов от непогоды, ни других элементарных удобств, а безработные люди на них часто стоят сутками. В городе живут, как я, могут выбирать, сидеть дома в плохую погоду или прийти, а остальным как? Я приехал из Фархорского района. Работы здесь пока еще не нашел. Дом-ночлежку для таких рабочих Хайрула Насрединов хочет построить на месте крупнейшего рынка труда. Проект, по его словам, уже готов. Здание будет двухэтажным. На 1-м этаже люди будут ждать нанимателей в комфортных условиях, а на 2-м те рабочие, кто приехал из других городов, получат койку и возможность помыться. Все услуги будут бесплатными. Идея построить дом для безработных у Хайрула появилась, когда он проезжал мимо одного из таких стихийных рынков в снежный день и увидел, что десятки безработных стоят на холоде и им негде даже присесть. Как вы относитесь к такой инициативе? Свои ответы пишите нам в комментариях. Мне не нужны будут какие-либо документы на собственность. Как построим, передадим на баланс городской или районной администрации, говорит Насрединов. Главное для меня, чтобы людям, которые приехали работать со всей страны, было где остановиться. Для Хайрула это не первый социальный проект. В прошлом году он организовал ночлежку для бездомных в родном Кулябе, отдав под нее собственное жилье. Также он построил в Кулябе небольшой вагончик для приезжих, которым не по карману гостиница. Я в Кулябе записал видео, в котором говорю, что те, кто остался без крыши над головой, или женщины, которые бегут от насилия в семье, да и просто любые бездомные могут прийти туда, чтобы поспать, рассказывает Насрединов. У меня не убудет. Я просто хочу пробудить в людях человеколюбие. И это нельзя не похвалить. На стихийных рынках труда в Душанбе даже в благополучные времена каждый день собирались десятки безработных со всех городов страны. Сейчас же из-за коронавируса границы закрыты, и число рабочих, предлагающих поденные услуги, выросло в разы. Из-за того, что люди не могут уехать в трудовую миграцию. Кроме Душанбе, также стихийные рынки труда есть практически в каждом крупном городе Таджикистана. В прошлом году в Минтруда страны поднимали вопрос о строительстве специальных навесов и установке скамеек для безработных на таких рынках. Ну а предложений тут же забыли, как и много что хотят сделать в Таджикистане. Вообще, это прекрасная идея, ведь строить этот дом могут те же безработные, которые хотят найти для себя какой-то заработок. Для них это будет и заработок таким образом, и они для себя же будут строить дом, в который вкладут душу, и там будут останавливаться такие же безработные, как и они. Давайте вместе распространим это видео, чтобы как можно больше людей узнали о благом деле, и, возможно, найдутся те, кто захочет помочь. Хайрула Насрединов первый, кто начал что-то делать. Он обратился к властям с просьбой выделить место под строительство. Также мужчина планирует создать фонд, чтобы собрать деньги на строительство дома для безработных. Один он такое дело не потянет. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.